седьмой научно-практической конференции собралось порядка 1800 участников со всех уголков республики. Напомню, что здесь все те, кто выиграл школьный и муниципальный этапы конференции «Шаг в будущее». В течение 3 дней они представляют свои научные работы в 42 подсекциях по 13 научным направлениям, начиная от литературы и заканчивая энергетикой. Здесь собралось действительно очень много людей. Все они представляют свои научные наработки. Давайте более подробно мы поговорим с Василием Павловым. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же нового появилось в этом году? У нас появились новые очень интересные направления по искусственному интеллекту, также информационным технологиям, сквозные технологии. Также ребята очень активно интересуются программированием. Это тема, которая у нас очень важна, актуальна. Искусственный интеллект, как я уже сказал, и много инженерных проектов. Также у нас участвуют Чукотка, представители Приморского края. Это очень замечательно, что мы расширяемся. У нас становится больше проектов. В этом году 1572 проекта. Действительно, конференция масштабная. В работе экспертных советов принимают участие порядка 350 ведущих ученых. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как они оценивают работу. Да, оценка первый день — это постерная оценка, когда, значит, рассматривается работа с плакатами, где очень красиво рассказывается работа самих юных исследователей. И потом, на следующий день, у нас будет такая очень подробная экспертная оценка, где ребята защищают свои проекты, как будто это защита научных диссертаций. И уже 11-го у нас заключительный этап, и 12-го консультации для победителей, которых будет больше 300 у нас. А более 300 победителей, куда же они отправятся и что же получат? У нас, да, больше 20 очень известных федеральных конференций, где они будут представлены, потому что получат рекомендации, покажут свои работы, увидят тех ребят, которые занимаются тоже научной деятельностью в России. И это очень большое достижение, потому что оно помогает развивать то направление, которое они хотят именно, да, развивать и поступать в дальнейшем в хороший университет. Ну что ж, спасибо вам большое за информацию. Давайте также поговорим с участником конференции Евгением Осиповым. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, какой же проект представляете? Да, здравствуйте. Я уже более 5 лет занимаюсь 3D-печатью, из которой заведую 3D-лабораторией, и сегодня представляю свой проект «Комплексное решение по 3D-печати». Мой проект входит как цель создания именно 3D-лаборатории на базе информационно-технического лицея номер 24 города Нерюнгри. Могу наперед сказать, что цель выполнена, и лаборатория работает, уже насчитывает 6 производственных единиц, и скоро будет произведена закупка еще 4 для наращивания производства. Мы отправляем кастомные компоненты для помощи в зоне СВО медикам Донецких и Луганских областей. Вот, вы сейчас можете видеть как раз таки ампулицы, в которых солдаты хранят ампулы для прочности, они сделаны. Также может печатать не только такие военно-специализированные компоненты, также представлена новогодняя елка с таким же напечатанным украшением, либо же дракон как символ года дракона. Также новизна заключается в том, что мы печатаем не только заводским пластиком, но еще и пластиком своего производства. Мы перерабатываем бутылки и на выходе получаем филамент для печати, который загружается в принтер и уже получается как листки. Вот такие голубые детали из ПЭТ-бутылок. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь научной деятельностью и ранее в каких конференциях принимали участие? Я занимаюсь проектной деятельностью уже со 2-3 класса. С 2019 года стабильно приезжаю в Якутск на «Шаг в будущее», бывал на всероссийском этапе. До этого вот недавно участвовал в Казахстане на выставке, получил золотую медаль в Иране, также на физике у меня был проект Большого адронного коллайдера, механическая модель. В Дубае выступал с этим проектом, там высоко оценили его, он оказался очень интересным, необычным, пришлось много раз объяснять, что к чему, да как работает. Здесь тоже подходят люди, узнают, интересуются. Да, я вижу вот листочек, который собрал много лайков. Да, общественный выбор такое, соревнования в соревновании, пока люди защищаются перед экспертами, также приходят участники и тоже могут оценивать работу, которая им приглянулась.
Ну что ж, спасибо вам большое, я желаю удачи. Действительно, конференции подобного формата – это отличная возможность не только рассказать о своих научных работах, но и познакомиться с коллегами, изучить другие проекты. На этом у меня все. Надежда.